Меня зовут Тимофеева Елена, я житель дома космонавтов 17. Наша проблема в чем заключается? В том, что у нас есть распоряжение, то, что нас должны были переселить в 2022 году. После этого распоряжения нас не переселили, перенесли на 2025 год. Дальше РИА, объявили по СТВ, по-моему, радио, что переселение нашего дома переносится на 29-30 год. До 29-30 года мы либо развалимся, либо задохнемся. Наш дом вокруг полностью в канализации находится. Она течет и зимой, и летом. Причиной переноса сказали, что так как наш дом был в июне 2017 года, наш дом был в июне 2017 года признан аварийным, поэтому переносят сейчас дома те, которые до 2017 года, 1 января, были признанными. Но у нас есть распоряжение, которое написано, что мы должны были до конца 2022 года нас должны были расселить. Нас не расселили и перенесли аж на 29-30 год. Я звонила на горячую линию, когда вот был прямой репортаж с нашими прямой эфир с нашими властями. Да. Вот недавно, да? Да. Я звонила, мне сказали, мы вам перезвоним, расскажем все. Мне звонили с 3 организаций, одну я не помню, потом ипотечная какая-то организация, окружная администрация. Они сказали, что мы выбиваем деньги. Если мы выбьем деньги, тогда мы расселим вас раньше, а если не выбьем, тогда не расселим. В общем, вот так вот. Ничего конкретного не сказали, поэтому у нас уже опустились руки, и мы вот решили всем кварталам, всем районам объединиться и действовать уже в рамках закона. То есть создавать всех переселили? Да, либо ускорили, начали работать, в общем. Они просто забыли про наш 17-й квартал. Потому что от кого-то недоверие власти? Ну да. Нам же сколько раз обещали? В 2022 году мы не одни такие. Якутская 51 тоже история есть, там у нас девушка писала. Они дошли до суда. Им что предложили? Маневренное жилье. Они выиграли суд, но маневренное жилье предложили. Маневренное жилье это в общежитии, либо в Магане, да. Поэтому, естественно, мы понимаем, что даже если мы до суда дойдем, мы ничего не добьемся. Товарищи, давайте так. Кто за митинг, чтобы назначить, какого числа будет, какое разрешение надо взять, как это правильно сделать, чтобы не было противонарушений всяких разных. Кто за, давайте поднимем руку. Все за. Все, значит, решение единогласно. Митинг. Назначить митинг. Это было экстренное собрание 17-го квартала, так как уже жить в таких условиях невыносимо. Это вот одна девочка только вышла, дошла до Бастрыкина Александра Ивановича, и весь квартал вот в таком плачевном состоянии, потому что люди уже нервы не выдерживают ни у кого. Мы хотели уже пойти пикетом и митингом в сторону правительства, но сегодня решили только сделать экстренное собрание. Интерес у людей квартала расселиться. Чем быстрее, тем лучше, а не ждать каких-то 2 или 5 лет. А вам что обещали, что вас не устроило? Меня не устраивает то, что наши власти нас не принимают. Отписки, всегда отписки. И в нашу ситуацию никто не хочет входить, поэтому мы хотим обратиться даже к федералам. Уже пошло на то, если честно сказать. Я, допустим, бюджетник, и я не могу себе купить квартиру или вступить в ипотеку. Сейчас квартиры продают только. Вам власти предложили же расселение, да? Расселение только будет до 2025 года. Мой дом признан аварийным в 2020 году, и он пойдет до 2025 года, если даже это ускоренные сроки. Но мой дом не выдержит этого срока, понимаете? Вот что меня не устраивает. То есть, если бы раньше признали, то тогда бы, да? Все это время почему не признавали аварийным? А потому что делали это все люди платно, мы не смогли признать аварийным платно. Надо было просто автоматически все дома, построенные в 60-е, 50-е годы, сразу признать аварийным, и тогда бы все бы пошли под снос. Но этого сделано не было вовремя. Мы остаемся услышанными до сегодняшнего дня, потому что потоп вот этот вот, все вот наши эти чаяния вывел уже наружу, понимаете?
понимаете? Люди уже не выдерживают, нервы ни у кого не выдерживают. Значит, требование митинга всех расселить в этом году. Да, всех расселить. Сколько домов и того? Это где-то 150 домов или 100. Они расселивают стихийно, так неизвестно, и не говорят сроки вот этого расселения. И поэтому мы остаемся в неведении. Зиму мы кое-как пережили. Вот весну не знаю, переживем или нет. Все дома в воде, понимаете? Нет, поэтому мы требуем, чтобы нас расселили раньше срока, потому что коммуникации сгнившие, они не выдерживают никакой критики. Все это. Есть в планах, что люди болеют, власти их не слышат, и люди обращались. Нет, это нет, конечно. Я сам сотрудник, я знаю, что это не так все просто. Нет, и старше Сергеева.